шахматном клубе «Ади Ахмат» прошел турнир на Кубок Дружбы. Он, кстати, был приурочен к сегодняшней дате принятия закона о репрессированных народах. Участие приняли игроки со всего Северокавказского федерального округа. 7 команд, по 4 человека. Харун Аздоев расскажет подробно. Это мероприятие приобрело статус традиционного и проводится второй год подряд, в день принятия закона, ставшего торжеством исторической и правовой справедливости. В шахматном турнире по блицу приняли участие 7 команд по 4 человека. Регламент соревнования предусматривает 8 сдвоенных туров. Я приезжаю как раз второй раз, и в прошлом году я тоже приехал как раз год назад, ровно год назад. И я приезжаю, потому что вот уже второй год подряд проводится прекрасная идея проведения вот такого турнира, можно назвать турнира дружбы, посвященного закону о репрессированных народах. Шахматные баталии проходили по круговой системе и продолжались более 4 часов. Особенно увлекательное сражение с высоким накалом страстей и эмоций состоялось в финальных турах. В результате упорной борьбы первое место заняла команда из Республики Дагестан. На втором по-хозяйски разместилась сборная взрослой возрастной группы из Республики Ингушетии. И замкнули тройку призеров с 17 очками опытные шахматисты из Кабардино-Балкарской республики. По словам организаторов, главная цель турнира достигнута. Сегодняшний турнир удался, он полностью соответствует своему названию «Кубок Дружбы». Сегодня мы увидели полностью дружбу, это взаимоотношения этих народов и в шахматном плане, и вообще в человеческом, в соседнем, в плане общечеловеческих наших кавказских традициях. Все прошло очень успешно, очень хорошо. Участники турнира очень довольны. Есть, как всегда, есть и победившие, есть и проигравшие. Спортивный клуб «Ади Ахмат» планирует и в дальнейшем ежегодно в день принятия закона о реабилитации репрессированных народов проводить рапид и блиц-турниры, расширяя географию команд и уровень самих игроков. Харун Аздоев, Тамерлан Ужахов, Новости 24.